Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха, и мы с вами продолжаем разбирать вторую часть наших лекций. Это уроки дуа. Как правильно взывать к Аллаху, обращаться к Аллаху и некоторые правила и этикет адаб ад-дуа. Сегодня, иншаллах, посмотрим тему аль-ифтикар, то есть ифтикаруль абди иля Аллахи, то есть нужда рабов в Аллахе. Ну, аль-ифтикар, слово можно перевести как и потребность людей в Аллахе, да, но все-таки слово потребность от слова употреблять, да, то есть у нас есть потребность в еде, и эту еду мы употребляем. Но что касается Всевышнего Аллаха, все-таки нужно, наверное, здесь больше подходит слово нуждаемость людей, то есть то, что люди нуждаются в Всевышнем Аллахе. Одно из величайших качеств, которым должен обладать тот, который взывает к Аллаху, это его понимание, это его глубокое знание и понимание того, что он нуждается в Аллахе. Если раб Аллаха не поймет это правило, эту основу, то от его взываний, в частности, и от его поклонения, в общем, никакой пользы и никакой значимости не будет. Если раб, не поймет, что он каждую минуту, каждую секунду нуждается в Создателе, в Господе, который заботится о нем, который обеспечивает его жизнь абсолютно всем, в чем он нуждается, и что все происходит только по его воле. И вот если человек это не поймет, то от того, что он будет поднимать руки, взывать к Аллаху, говорить «О Аллах», да, никакого значения не будет. Поэтому человек должен понять, что он не может не нуждаться в Аллахе даже на мгновение ока. Вот кто-то может подумать: да, мы нуждаемся в Аллахе, нам нужен Аллах, нам и мама нужна, и отец нужен. Но приходит в жизни день, когда человек задается вопросом: а нужен ли отец? Кто-то покидает своего отца, кто-то бросает мать. Так ведь? Кто-то, он думает, что он нуждается, женщине нужен муж, мужу жена, но в какой-то момент он может прийти к тому, что зачем мне муж или жена, да? Но что касается нашего Создателя, мы должны понять, что мы не можем не нуждаться в нем даже на мгновение ока. Потому что каждую секунду, каждое мгновение, когда ты моргаешь глазом, мы получаем с небес, с земли заботу Аллаха о нас. То есть все, в чем нуждается наша душа, наш иман, наше сердце, наше тело. А тело, оно же очень маленькая часть организма. У нас еще есть помимо тела другие, более важные части. Так ведь? А тело — это то, что мы видим. Но даже это крошечное тело, это сбор наших органов, даже секунды не может прожить без Аллаха. Выключите воздух. Да, кто-то скажет: секунду-то можно без воздуха прожить, да? Выключите свет, выключите тепло, которое Аллах Тааля обеспечивает. Все эти сложнейшие процессы, то есть это движение крови, воздух, как это все поступает через наши легкие, да? Система пищеварения, то есть это очень сложные процессы, и всем этим управляет, абсолютно всем управляет Аллах.
То есть как воздух поступает и питает наше тело кислородом, как влага поступает, как кровь, как сердце движется. Все, вот это каждую секунду, каждое мгновение, все это нуждается в силе Аллаха. И поэтому это просто я вам пример тела привел. Сердце, душа, тауфик. Если Аллах ведет нас, мы идем вперед к иману, к благу, к довольству Аллаха. Как только Аллах отпускает нас, мы сразу катимся вниз. Это называется тауфик. Вот когда мы были маленькие, бабушка, когда Аби Рахмат говорили после еды, бабушка все-таки, как бы мамы говорили, они более, наверное, светские были, да, саубул. А бабушки говорили тауфик лабул. То есть пусть Аллах тебе тауфик даст. А что такое тауфик? Тауфик — это когда Аллах тебя ведет по жизни. Когда Аллах дает тебе светлые мысли. Когда Аллах дает тебе благие желания. Когда Аллах Тааля дает тебе искренние намерения. Когда Аллах открывает перед тобой возможность совершать благие дела. Аллах ведет тебя. Как только Аллах тебя отпускает, все, ты сразу идешь куда? В бездну, в погибель, к наказанию Аллаха. Поэтому Пророк, когда делал дуа, он говорил: «О Аллах, не оставляй нас на руки наших нафсов даже на мгновение ока». Потому что каждую секунду мы нуждаемся в нем. Если мы это не поймем, то суть поклонения разрушается. Все. Мы должны понимать, что мы нуждаемся в нем. И во время дуа это особенно важно. Потому что ты взываешь к кому? К тому, в ком ты нуждаешься. Если ты не поймешь, что если он тебя лишит чего-то, то никто другой не найдется, который дал бы тебе то, чего он лишил. Мы с вами говорили: «О Аллах», нельзя говорить: «О Аллах, прости меня, если захочешь». То есть, если Аллах не простит, все, мы погибнем. Аллах Всевышний в Коране сказал: «Если бы Аллах дал вам дал бы людям то, чего они заслуживают, вот сейчас, если бы Аллах дал нам результат того, что мы сами сделали, да, то Аллах сказал: на этой земле не осталось бы ни одного живого существа». То есть пришлось бы всех уничтожить. Почему? Потому что у нас очень много грехов. Мы совершаем очень много несправедливых дел. Поэтому Аллах ас-сабур, терпеливый. Аллах тот, который дает нам время. Аллах, который прощает нас. «Ваяфу ан кафир». Аллах говорит: любое несчастье, которое вас постигает, это результат деяния ваших рук. Но Аллах многое вам прощает. Аллах прощает нас, поэтому мы живем. Поэтому человек ходит по земле Аллаха, говорит слова куфра, совершает куфр, безбожие, да, совершает дела неверующих, но Аллах терпит его, дает ему время и так далее, и так далее. Вот поэтому это очень важно, что мы должны понять: мы нуждаемся в Аллахе. Мы находимся на Его земле, на Его владениях, мы Его рабы. Никто у нас не спросил: а хочешь ли ты родиться? Никто у нас не спросил: а тебе какие глаза нужны? Вот некоторые люди начинают там высокомерничать. А кто сказал, что я раб, я свободный человек? Я говорю: ты когда родился, тебе сколько лет? Ну там 40 лет. 40 исполнилось, а ума нет. Я говорю: тебя 40 лет назад кто-нибудь спросил, ты вообще хочешь родиться, появиться на эту землю или нет? Кто-нибудь у тебя спросил, а ты кем хочешь родиться? Вот есть мальчики, есть девочки. У мальчиков такие качества, у девочек такие качества. Так никто не спрашивал. А ты выбирал свою мать, вот тебе сказали: вот это 5 замечательных женщин, выбирай тебе какую. А вот это мужчины, отцы твои. Никто не выбирал. А может, ты татарином хочешь быть, или арабом, или там китайцем? Никто не спрашивал. А в каком веке ты хочешь, в какой эпохе жить? А что за век, что за эпоха? Мы вообще не понимали об этом, когда пришли сюда. Мы даже под себя нужду справляли. И Аллах там родителей дал, чтобы держать нас в чистоте. Поэтому мы рабы. Мы рабы, и мы не можем даже свои ногти подчинить. Аллах сказал: вот растить, они растут.
Попробуй там, скажи, там, слушай, ты, давайте, перестаньте, мне устал. Там. Или женщина, там, которая деньги тратит на педикюр, маникюр, там, скажет, все, хватит вам. Да? А ногти скажут, мне мой Создатель сказал расти, так что будь добр, давай, беги, ножницы доставай, педикюр, маникюр. Поэтому мы даже волосам своим не можем, там женщины в зеркало смотрят и говорят, ой, мне там волосы посидели, да? Так ты даже волосом своим не можешь командовать. Ты раб, мы рабы все. Как был у нас с одноклассниками, что ли, такой диалог. Ну, один верующий, другой нет, там, и начали они там друг друга. И немножко брат там, ну, рассердился, немножко сабр потерял. И он такой, да ты, говорит, попробуй в туалет не ходи, говорит, ты умрешь, говорит. Аллах тебе сказал ходить в туалет, иди, говорит, бегай, говорит. Вот поэтому все мы живем на его условиях. Мы его рабы, мы на его земле. Аллах сказал, сегодня вы придете, завтра уйдете, вместо вас другие придут. Сурат Аль-Вакиа. Вама нахну бимасбуки. Никто не может нас ни исправить, ни остановить и не обогнать. Поэтому Аллах все по его правилам, по его законам. Но где-то в чем-то, да, он дал нам свободу. В отличие от ангелов, в отличие от, может быть, животных, там, растений, Аллах дал нам возможность выбора. И в этом, как бы, наше превосходство. То есть мы, имея выбор, мы выбрали единобожие. Мы выбрали поклонение Аллаху. Поэтому все мы нуждаемся в нем. Мы в его владениях. Он наш Господь, Он наш Царь. Он единственный Бог, которому мы должны поклоняться. И нет божества истинного для нас и для других, кроме Него. Нет. И любой махлюк это творение, да? Любой махлюк, у него нет ничего от себя. У него нет ничего от себя. Все, что у тебя есть, у любого махлюка, это от Аллаха. И оно есть только потому, что Он тебе это дал. То есть в основе. И твоя душа, твоя жизнь, все качества, которыми ты обладаешь, вот это творение, оно обладает определенными качествами. Например, зрение. То есть ты есть, потому что Аллах тебя создал. У тебя есть глаза, потому что Аллах тебя одарил зрением. У тебя есть слух только потому, что Аллах тебе дал этот слух. У тебя есть руки, ноги, которые в каком-то роде тебе подчиняются, да? Только потому, что Аллах тебе дал это и дал власть над этим. То есть, если Аллах не захочет, даже пальцы не будут шевелиться. Поэтому ты сам существуешь только благодаря Ему. Все твои качества, которыми ты обладаешь, кто-то скажет, да вот я умный. Карун тоже так говорил, помните? Когда ему праведные говорили, не надо проявлять надменность, высокомерие из-за твоих богатств. Надо благодарить того, который дарует тебе все это. И он сказал, все это было даровано мне только из-за чего? Из-за моего знания. Потому что я умнее вас всех. Я умный. Так ты почему умный? Потому что Аллах тебе дал. Ума хоть отбавляй, да разума нет. Да? Поэтому, почему ты такой способный? Вот иногда во время ашларда, мәжлисларда, вот мы, хазраты же нас, как бы нас хазратов приглашают, мы начинаем людям говорить, что это все Аллах дал. Вот, например, человек дом построил, машаллах, в Казани, да, такой красивый, добротный дом, там спальня, это, ну, видно, что дизайнеры там поработали. Аллах сказал, «Фаэмма бинихмати раббика фахаддис». Рассказывай людям о благах твоего Господа. Поэтому мы говорим, Аллах вам дал это. Хозяева, конечно, они такие воспитанные, они же хазраты пригласили, не могут, да. Но кто-то обязательно появляется, какой-нибудь дядька Абзы, и говорит, да, даст тебе Аллах, если будешь на печке валяться. Конечно, не будет тебе вот этого всего, если ты будешь на печке валяться. Но кто тебя спустил с печки? Кто дал тебе желание
трудиться, работать, терпеть, приобретать знания, навыки. Да? Аллах. Ты бы даже спички не встал бы, даже глазом не моргнул бы, если бы Аллах тебе не дал тауфик. Поэтому все от Аллаха. Все от Аллаха. Аллах сказал, любое благо, которое в вас, сколько там в кармане денег? Какая у тебя машина? Все от Аллаха. Все от Аллаха. Жена такая, машаллах, да? Не потому, что ты такой, машаллах, да? Потому что Аллах тебе дал. Это милость Аллаха. И ты совершаешь намаз не потому, что ты такой вот оказался, да? Да, ты счастливчик. Аллах тебя выбрал и привел к поклонению, когда кого-то Он ввел в заблуждение, Аллах согласен. И завтра Он может нас ввести в заблуждение, если в нас не будет искренности, если не будет стремления к довольству Аллаха. Поэтому все от Аллаха. Мы Его рабы. Все от Аллаха. Все наши качества, все наши деяния, которые приносят нам пользу, все от Аллаха. Человек зарабатывает, вот я уж повторяюсь, человек зарабатывает, потому что Аллах ему тауфик дал. Человек служит своей семье, радует жену, радует детей. Отец пришел, обнимает, любит их. Вот я какой хороший, я детей люблю. Аллах тебе дал это, тауфик. А кого-то Он лишил. Даже матерей, которые, казалось бы, субханаллах, ну, это же безграничная любовь, милосердие, казалось бы, в сердце матери к дитя, да, к своему чаду. Но даже Аллах некоторых женщин лишает этого. Они выкидывают детей. В этих бэби-боксах оставляют. Это еще в лучшем случае. Было время даже, помните, 20-25 лет назад в роддомах у моей жены спрашивали, вы ребенка забираете, нет? Я не знаю, это или время такое было, да, или эти сотрудники роддома такие были. Ну как можно спросить у матери, а вы же детей забираете? Потому что есть мамы, в кавычках, которых Аллах лишил этого. Лишил вот этих чувств. Поэтому, когда мой дядя, когда мы с ним спорили, что в первую очередь нужно любить Аллаха, а потом родителей. Они шкурли, вали-вали-дей. Аллах сказал, будьте благодарными мне и вашим родителям, ва иляйяль масир. И ко мне вы вернетесь. Он говорит, как я могу любить свою маму больше, чем... А как я могу любить Аллаха больше, чем свою мать? Я говорю, а ты почему любишь свою мать? А потому что она такая, она такая, она такая. Ну, начал перечислять. Все это правильно. Мы с этим согласны. И я говорю, она такая, потому что Аллах ей дал этот тауфик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, даже мать животных, лошадь, поднимает свое копыто, чтобы не наступить на жеребенка, только по милости Аллаха. Вся милость, все милосердие, которое даже в сердцах, в душах животных по отношению к своим детенышам, это все от Аллаха. Поэтому все от Аллаха. Мы, наши качества, наши дела, все от Аллаха. И все мы, все это, то есть Аллах создатель не только нас. Аллах создатель, поэтому даже с этим связано несколько имен и атрибутов Аллаха. Аль-Бари, Аль-Халик, Аль-Мусауир. Это же все вот эти качества Аллаха, то есть Аллах Тааля создатель, Аллах Тааля Мусауир, который дал нам образ, соразмерил, мы же не какие-то там куски мяса. Альхамдулилля, у нас есть лицо свое, которое мы узнаем. Так ведь? У нас есть свои качества, которые, ну, альхамдулилля, у нас же один глаз здесь, а другой не там где-то. Это же Аллах Тааля не создал нас какими-то безобразными уродами, да? Лахада халякна инсана фи ахсани такуим. Аллах сказал в Коране, Аллах создал человека в наилучшем образе, в наилучшем виде. Его качество, его благородность, какими бы мы там дурными качествами не обладали, поддаваясь своему нафсу, шайтану, в нас огромное количество благих качеств. Поэтому, когда ангелы возразили, о Аллах, мы же поклоняемся Тебе, и мы восхваляем Тебя, кто тебе еще нужен? Да? Аллаху никто не нужен, и ангелы эти не нужны, Он не нуждается в них. Но Аллах как ответил?
«Инни а'ляму ма ла та'лямун». Я знаю то, чего вы не знаете. То есть в этом создании новом, мы самые поздние создания. До нас уже ангелы жили, джинны жили, там динозавры жили. Так ведь? То есть и животные были, и растения были. Но ангелы увидели, что они знали, что мы, да, будем проливать кровь, будем бесчинствовать. Но Аллах сказал: я знаю то, чего вы не знаете. То есть в этих созданиях огромное количество благородства. И, альхамдулилля, злых людей, они есть, но, иншаллах, добрых людей тоже должно быть много. И мы за это боремся. Мы за это боремся, потому что есть рай, есть ад. Хотя в аду будет больше. Это тоже надо знать. Так ведь? Поэтому все от Аллаха. Все от Аллаха. Аллах наш Создатель. Аллах тот, который дал нам, соразмерил нас. И Аллах тот, который управляет всеми нашими жизнями, движениями, мыслями. Мы даже подумать не можем, не в состоянии о чем-то благом, если Аллах не даст тауфик нашему разуму. Вот ты подумал, вот сегодня ты проснулся и решил позвонить маме. Доброе дело? Конечно. Но ты подумал об этом только потому, что Аллах тебе тауфик дал. Это не твой нефс такой хороший, машаллах. И это не потому, что ты татарин, как некоторые думают. Вот мы татары такие, а вот они русские такие. Ну, человек плохим только из-за того, что он русский быть не может. И так же, как хорошим он не может быть только потому, что он татарин. Или узбек, или таджик. Так ведь? Поэтому это тауфик от Аллаха. Это тауфик от Аллаха. Фамаша Аллаху кан. И мы должны уверовать в то, что если Аллах что-либо пожелает, оно будет. Уама лам яша лям якун. А чего Аллах не пожелает, этого никогда не будет. Этого никогда не будет. Вот нет такого, чтобы вот Аллах это не пожелал, но это сбылось. Нет такого. Это у нас может быть. Вот ты хотел, чтобы твои дети были такими, но не получилось, они оказались такими. Это ты, потому что ты раб. А у Аллаха такого сбоев не бывает в его правлении, потому что его власть абсолютна. Его власть абсолютна. И в это мы должны уверовать. «Фаля радда ли кадаихи». И никто не может отразить его решение. Вот Аллах решил так, а кто-то против выступил и по-своему сделал. Ну, не бывает такого. И никто не может осудить его решение. То есть Аллах решил вот так, и кто-то там осудил это или там изменил. Нет такого. И Аллах сказал в Коране, сура Фатир, 2 аят: «Ма яфтахиллаху линнаси мир рахма». Если Аллах не спошлет, откроет для людей какое-либо благо, милость, фаля мумсика ляха, никто не может удержать эту милость. Вот Аллах не спаслал какую-то милость тебе, мне, нам, то никто не придет и не поймает эту милость. Никто не может удержать эту милость, закрыть то, что Аллах открыл. Кстати, вот я вам говорил, этот зикр надо найти, выучить и читать после намаза. Аллахумма ля манига. Пророк саллаллаху после намаза говорил. Вот как мы говорим, ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля, перед тасбихат. Да? Аллахумма ля манига лима агтайт, ва ля мухтия лима манат, ва ля янфагу дал джадди минка джад. То есть, о Аллах, если ты кому-то что-то дал, никто не может его этого лишить. Если ты кого-то лишил, никто ему не может это дать, потому что ты его лишил. Вот здесь то же самое. Аллах говорит, если Аллах откроет для людей какую-то свою милость, то никто не может эту милость удержать. Уама юмсик. А если Аллах закроет какое-либо благо, если Аллах закроет, вот, жили мы с вами в баракате, а Аллах взял и закрыл. А вот там президент Америки сказал, нет, мы будем помогать. Они будут жить. Ну, не он решает, понимаете? Или наоборот. Да, если Аллах даст нам ризк, то разве президент Америки может нас лишить этого риска? Вот поэтому Аллах говорит, «Вама юмсик», а что Аллах
закроет, удержит. Фаля мурсиля ля. Никто не сможет не спаслать нам это. Все, Аллах удержал это. Мин ба'дихи, после этого. Вахуа аль-азиз. Почему так? Потому что Аллах аль-азиз. Он могущественный. Аль-хаким. И он мудрый. Все он делает с мудростью. То есть Аллах могущественный, он может все. То, что Аллах своим могуществом не спаслал, никто не сможет это удержать. И то, что Аллах своим могуществом удержал, никто не может это нам дать, послать. И Аллах могущественный, и еще он мудрый. Он мудрый. Аллах знает, что дать. И Аллах знает, чего нас лишить, от чего нас лишать. Поэтому Аллах мудрый. В сура Фатир, 2 аят, можете почитать. Тафсир. И человек, он всегда, каждую минуту, каждую секунду является факиром. Факирун или Аллах, говорят. Вот когда арабские шейхи пишут книгу, авторы, когда пишут, они часто вот, кто на арабском читает, они говорят факирун или Аллахи фулян ибн фулян. То есть эту книгу написал факир перед Аллахом, то есть нуждающийся в Аллахе, такой-то сын такого. Поэтому мы все фукара, мы все факиры перед Аллахом. Мы все нуждаемся в нем. И никто не может нуждаться в ком-то помимо него. Мы нуждаемся только в нем. И мы только его рабы. И Всевышний сказал: «Я айюханназ, о вы люди, антумуль фукара, все вы факиры». Ну, факир еще переводится нищий, бедняк, да? Но все-таки все вы нуждающиеся. Илаллах, в Аллахе. Валлаху хуаль гани. Но Аллах аль-гани, богатый. Но слово богатый, вот, например, у нас у татар богатство как будет на татарском? Бойлык – это богатство. А богатый – бой. То есть тот, у кого бойлык. Тот, у кого имущество, вот он имущество. А вот на арабском языке есть имущество, это мяль. Так ведь? Мяль, например. А богатый – гани. То есть гани, все-таки корень слова гани – это тот, который не нуждается. И это одно из имен Аллаха. Аллах богатый, то есть не только потому, что все царство в его руках. Аллах богатый, потому что он ни в ком не нуждается. А все мы фукара, а мы нуждаемся в нем. Каждую секунду, каждую минуту. Валлаху хуаль гани. И Аллах богатый, то есть ни в ком не нуждается. И аль-хамид, достохвальный. То есть тот, кого восхваляют. Он восхваленный. Даже если мы перестанем его хвалить, Аллах все равно не перестанет быть аль-хамид, достохвальным. Сура Фатир, 15 аят. Поэтому любой махлюк, творение Всевышнего Аллаха, он не может не нуждаться в Аллахе. Он не может не нуждаться в Аллахе. И также он должен понимать, что в основе он нуждается только в Аллахе. Ему нужен только Аллах. Если будет у него Аллах, его милость, его забота, его помощь, Аллах избавит его от нужды перед его творением. Вот это тоже мы должны это правило понять. Мы все нуждаемся в нем. И поэтому, когда творение идет к творению и просит у него помощи, ученые сказали, что это равносильно тому, как утопающий просит помощи у рядом утопающего. Вот они оба тонут, и один кричит: «Эй, спаси меня!» «Так я же сам тону, ты меня спаси!» Вот эти они кричат друг другу: «Спаси меня, спаси меня!» Понимаете? А вот в основе оно так и получается. Когда слабое творение, вместо того, чтобы уповать на Творца, а не на творение, на всесильного, на могущественного, на того, который дает пропитание, на милостивого, вместо того, чтобы просить
и спрашивать у него, когда люди начинают искать себе защиту в творениях, таких же слабых, таких же беззащитных, которые тоже нуждаются в ком? В нем, в Творце. Вот они подобны, ученые говорят, тем, которые вот, утопающие просят помощи утопающих. Вот. Поэтому это наше положение. И есть замечательный хадис Аль-Кудси, то есть, как бы переводим священный хадис, где пророк ﷺ передал нам слова Аллаха. И поэтому здесь говорится, не пророк сказал, а Аллах сказал. Хотя это не Коран. Так ведь? Вот в священном хадисе, который передал нам имам Муслим, он довольно длинный, я поэтому только начало вам напомню. Всевышний обращается и говорит: «Я айбади, о рабы мои». О рабы мои. Аллах не может нам сказать: о дети мои. Это наши родители, они могут сказать. Мы можем детям сказать, да, о дети мои там. Но у Аллаха рабы. Маттахада сахибатан валя валяда. Аллах никогда не избирал себе супругу и детей. У него нет детей. Лям ялит валям юлят. Он не родил и не был рожден. Он один. Но когда Аллах обращается к нам: о рабы мои, мы должны понимать сердцем. Это не урок истории. Пора там рабовладельческий строй там в России. Помните, да, там все были рабы, а потом пришли другие, там победили это рабство, и мы стали свободными. Да? Вот, поэтому это вот там сидит у нас. Слово раб, мы не рабы. Да, конечно, это позор быть рабом. Но это достоинство, честь и счастье быть рабом Аллаха. Поэтому рабом Аллаха быть это достоинство. А рабом остальных это позор. Поэтому Аллах, когда говорит, обращается к нам: о рабы мои, в этих словах мы должны чувствовать больше любви, больше заботы, больше милости, чем в словах матери по отношению к там сынам: о сыночек мой. Потому что у матери в сердце столько милости, милосердия, любви, столько кто ему дал? Аллах дал. А милость Аллаха безгранична. Поэтому Аллах говорит: о рабы мои, куллюкум даллю. Каждый из вас, что? Заблудший. Кроме тех, кого я наставил. Почему мы на пути истины? Потому что Аллах только нас наставил. И поэтому мы на пути истины. И Аллах сказал: «Фаздахдуни ахдикум». И поэтому у меня просите наставление. Кто наставляет? Аллах. Значит, у кого надо просить наставление? У Аллаха. У Аллаха. Тут наставление как хидая, то есть путь истины. Наставление есть еще насиха. Поэтому правильно. То есть мы можем подойти к человеку и сказать: дай мне насихат, наставление. Мы же не просим у него хидаят. То есть наставь нас на путь истины. Да? Он может насихат дать. Имам может дать, устаз может дать, родители могут насихат дать. Но это не хидая. Они не могут вести наше сердце по пути истины. Так ведь? Вот. Поэтому Аллах говорит: просите у меня путь истины, и я вас наставлю. Я айбады, о рабы мои, куллюкум джаир. Все вы голодные. Все вы голодные, у вас ничего нет. Кроме тех, кого я накормил. Поэтому у кого надо просить? А? Аллах говорит: фастат аймуни, просите у меня еды, питья, все, что вам нужно в жизни. От аймкум. И я накормлю вас. Аллах говорит, что ризк в моих руках. И поэтому у меня просите. Весь ризк у меня. Вафиссама и ризкукум, вама тугадун. Всевышний в Коране сказал: на небесах ваш удел. То есть наш лимит, он там. Наш лимит на всю нашу жизнь, он там. Поэтому кто дает, не спосылает это с небес? Аллах. И Аллах говорит: просите у меня, и я вас накормлю. Я айбады, о рабы мои, куллюкум арин. Все вы нагие. У вас нет даже одежды. То есть ученые говорят, что под этим словом нужно понимать все, чем мы владеем, все, что нужно в нашей жизни. Тебе нужна одежда, ну вот даже одежда элементарная, чтобы закрыть свою наготу. Да? Вот Аллах говорит: все вы ноги, у вас даже не будет одежды, которой вы закроете свои срамные места, если бы я вам не дал эту одежду. Поэтому даже
Вот эти штаны, которые мы носим, они есть, и мы их носим только благодаря Аллаху. Поэтому Аллах говорит: просите у меня одеяние, я вас одену. И здесь речь идет и обо всем, и о деньгах, и телефон, и машина, и дом. Все. То есть, если даже то, что закрывает наши срамные места, если это даже Аллах говорит: я вам это даю. И, как сказать, обезопасены, то есть, как вот это слово? То есть, Аллах говорит, то есть Аллах Тааля избавлены от наготы только те, кому я дал одежду. Поэтому Аллах говорит: у меня просите, у меня, фастаксуни аксикум. Я ибади, о рабы мои, иннакум тахтауна биллейли ван нахар, о рабы мои, вы совершаете ошибки, вы совершаете грехи денно и ночно. Люди ошибаются, люди поддаются наущениям, нафсу, шайтану, денно и ночно. Ва ана агфиру дзунуба джамиан, а я прощаю все грехи. Астагфируни агфир лякум. Просите у меня прощения, я вас прощу. Поэтому вот дальше идет продолжение хадиса, но на этом остановимся. И Ибн Раджаб, рахимахуллах, который дает разъяснение хадисам шарах, он говорит: этот хадис указывает на то, что абсолютно все творения, не только люди, этому правилу подчиняются все животные, все птицы, насекомые. Если Аллах лишит удела муравья, муравей погибнет. И этот муравей есть только потому, что Аллах его создал. И этот муравей обладает теми или иными качествами только потому, что Аллах дал ему это. Поэтому все творения, они нуждаются в Аллахе. В чем? В том, чтобы получить то, чего они желают, или то, в чем они нуждаются. И в отражении того, чего они боятся. По-моему, на прошлой лекции я вам говорил, что когда мы делаем дуа, у нас два интереса. Получить то, что нам нужно, то, в чем мы нуждаемся, и избавиться от того, чего мы опасаемся. И в жизни у нас есть две цели. Получить то, в чем мы нуждаемся. Тебе для того, чтобы прожить свою жизнь благополучно, счастливо, что нужно? Например, здоровье. Это то, к чему мы стремимся. Кто это дает? Аллах. И значит, чего мы опасаемся? От болезни. Кто может отразить эти болезни? Аллах. Ты хочешь жить спокойно, но спокойствие дает только Аллах. И ты боишься, опасаешься того, что лишит тебя спокойствия. То есть беды, есть страдания, есть какие-то проблемы в жизни, которые обязательно, если они придут, они лишат тебя вот этого спокойствия, вот этого счастья. Значит, ты опасаешься этого. Так ведь? Ну, например, там кого-то, не знаю, вот он прекрасно жил, все у него было, его взяли в тюрьму, посадили. Вот что-то произошло, там не увидел пешехода, не заметил. У меня так было на Танковом кольце. Вот почему-то все встали, и я думаю, вот он я такой умный, да, сейчас проскочу. Но вот в последний момент Аллах Тааля вот дал сердцу тауфик, да, я такой раз убавил скорость, и там бабушка выходит. Я бы просто снес бы его. Я там столько таубе сделал. Я еще одному шейху позвонил. Я говорю: мне что, барана порезать или корову? Потому что я подумал, вот я, имам, у меня работа есть, да, у меня там какая-то команда есть, какая-то, не знаю, зарплата, доход. Альхамдулилля, семья же не в списках нуждающихся, альхамдулилля, да? То есть все есть. Как казалось бы, все, вот, и 1 секунда. Все, вот ты лишил человека жизни, это на всю жизнь, да? Потом тебя лишают свободы, и вот все. Все, вот то, что у тебя было в 1 секунду, его нет. Вот поэтому наша цель — получить то, к чему мы стремимся, и отразить то, чего мы опасаемся. Поэтому Ибн Раджаб говорит, все мы нуждаемся в Аллахе в чем?
в том, чтобы получить желаемое, и в том, чтобы отразить порицаемое, чего мы опасаемся. Так ведь? И это касается как жизни в миру, мирской жизни, так и вечной. Мы здесь не можем разделить мирскую жизнь и вечную. Мы не можем сказать, вот там дай нам счастье, а здесь несчастье. Так ведь? Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана. Дай нам благ в этой жизни и в последующей, и в вечной жизни. Поэтому мы получаем от Аллаха то, к чему стремимся, то есть и в этой жизни, и в вечной. Это рай, это райские награды, это милость Аллаха в раю, и также адское пламя, то есть чего мы опасаемся, и в этой жизни. Поэтому и вот ничто из всего этого, вот о чем мы с вами сегодня говорим, человек сам по себе, самостоятельно, без тауфика от Аллаха, без его милости, да, без его помощи он получить не может. Не может. Поэтому Карун, он ошибся. Он сделал огромную ошибку. Он подумал, его светлая голова, которая оказалась лишена тауфика, вот она решила, эта голова умная. Он же не был, наверное, глупым, раз Аллах Тааля ему дал. Значит, Аллах испытал его в чем? В его уме, его умственных способностях. Он же здесь промахнулся. То есть, он же не был глупым. На самом деле, у него было огромное количество богатств. Ну, об этом можете почитать, да. Но вот здесь он споткнулся. Его голова подумала, решила, что это он такой умный, сам по себе. И поэтому так разбогател. Не то, что Аллах ему это дал. Поэтому, когда Асаф ибн Бархия нам за мгновение ока принес и поставил перед Соломоном, Сулейман алейхиссалям, огромный трон Билкиса, он что сказал? Я всех порву, и все вы будете покоряться мне. Он сказал, «Хада мин фадли рабби». Это милость моего Господа по отношению ко мне. То есть это он во всем видел милость Аллаха. Он во всем видел милость Аллаха. И ничто из этого мы не можем ничем обладать сами по себе, потому что только Аллах Тааля дал. وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمها في الدنيا. И кому Аллах не проявит свою милость, в наставлении на путь истины, в удел, риск, да, то он лишится этого всего. Если Аллах ему не даст свою милость, не проявит, он все лишится этого. А если Аллах не проявит к нему милость и лишит его прощения, если человек лишится прощения Аллаха, то все это то его вот эти грехи погубят его где? Погубят в вечной жизни. То есть он окажется в аду. Поэтому во всем мы нуждаемся в милости Аллаха. И все наши дела, вся наша жизнь, все в руках Аллаха. Мы должны понимать, что все в руках Аллаха. То есть это то, что ты идешь по пути истины. Сподвижники пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, если бы не милость Аллаха по отношению к нам, никто бы из нас не совершил намаз, никто бы из нас не постился и не давал закат. Никто бы, если бы не милость Аллаха по отношению к нам. Вот они это признали. И это суть имана. Когда ты понимаешь, что все от Аллаха. И поэтому аль-хидая, валь-афия, твоя, гафия, там здоровье, может быть сказать, да, но твое здравие от не только болезней тела, от болезней души, то есть от бед, от страданий, то есть твое здравие, твоя безопасность, да, все в руках Аллаха. Вар-ризк, твой удел, еда, питье, вода, все, одежда, имущество, все в руках Аллаха. Вассиха, твое здоровье. И поэтому
все это от Аллаха. И Аллах, когда Он дает, Он просто говорит. Он просто говорит. Иннама амруху, то есть Его дело, ида арода шай'ан, это Его качество. Если Аллах чего-либо, что-либо, если пожелает что-либо, ан якуля лаху кун, Он просто скажет ему будь, фаякун, и оно будет. Поэтому Аллах, Он скажет будь, и оно будет. И ризк наш, и здоровье, и исцеление от болезни. Все это будет, если Аллах скажет будь. Это сура Ясин, 82 аят. Также сура Тун-Нахль, пчела, 40 аят. Иннама каулуна ли шайин, то есть наше слово по отношению к чему-либо, да, в чем-либо. Ида араднаху, если мы пожелаем что-либо, мы скажем ему будь, и оно будет. Поэтому Аллах скажет будь, и оно будет. Аллах скажет не быть, лишить, и мы лишимся этого. Его дар – это Его слово, приказ. Его наказание – это Его слово, приказ. Все, Аллах просто скажет лишить, и все, мы лишимся этого. Поэтому Аллах, если решит нам дать что-то, Он скажет, и оно будет, сбудется. Если Аллах лишит нас, лишит чего-то, наказать, Аллах скажет будь, и оно так и будет. Поэтому вот это все мы с вами должны понять, принять и уверовать в это. Суратуль Анкабут, следующий аят, 17 аят. Сура Анкабут, то есть паук, сура паук, 17 аят. Всевышний говорит: «Фабтау индаллаха ризка». Ищите у Аллаха свой ризк. У кого надо искать ризк? Ищите у Аллаха свой ризк. Ва'будуху, поклоняйтесь Ему. Вашкуруля, благодарите Его. Благодарите Его. Илейхи турджагун, и к Нему вы все вернетесь. То есть и будете отвечать за все это. Как вы искали, у кого вы искали ризк, кому вы поклонялись и кого вы благодарили. Вы будете отвечать. Поэтому каждый нуждается в уделе, в риске. И каждый нуждается в этом. То есть без этого никак. Но если ученые говорят, этот риск, который Аллах ему дает, он начинает ждать от кого-то другого, то он уже, получается, не в Аллахе нуждается, а в ком-то нуждается. Вот поэтому мы должны быть факирами перед Аллахом. Ну, это мы уже 3-4 лекции об этом говорим. Как ислам воспитывает нас и как он связывает наши сердца, наши надежды, наше упование на кого? На единого Аллаха. На единого Аллаха. Так, у нас уже время иссякает, да? Ну, может быть, на этом и все. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Иншаллах, во время следующих лекций будем вот так продолжать следующие ценности, правила во время дуа. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.